В 2019 году с 8 по 17 февраля в Южно-Сахалинске пройдут первые зимние международные спортивные игры «Дети Азии». Насколько готовы сахалинцы принять эстафету, узнаем прямо сейчас у наших утренних гостей. И у нас в студии Егор Евгеньевич Умнов, замминистра спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области, и Антон Николаевич Воротыляк, представитель оргруппы «Эстафета огня». Доброе утро, уважаемые гости. Доброе утро. На этот раз Сахалин стал столицей впервые, первых зимних международных спортивных игр «Дети Азии». Как настроены вообще сахалинцы, расскажите нам. Насколько они ждут предстоящие игры? Да, совершенно верно. Впервые Сахалинская область принимает такое масштабное международное событие. Конечно, у нас есть определенный опыт проведения мероприятий. На территории Сахалинской области проходят окружные, всероссийские соревнования международного уровня, но такие масштабные сразу по такому большому количеству видов спорта проходят впервые. И мы очень ответственно, серьезно готовимся к этому мероприятию при помощи наших коллег из Якутии. И я уверен, что все пройдет на самом высоком уровне, тем более, что сахалинцы очень любят спорт, особенно зимние виды спорта. Но в эти выходные уже пройдет зажжение, в нашей республике, в Верхоянском районе. Факелоносцы, как отбирались они? Наверное, вы также расскажете. Ну, конечно, эстафета огня – это удивительное мероприятие. Мы все помним, как проходила эстафета огня при подготовке к Олимпиаде в Сочи в 2014 году. Тогда эту эстафету принимал город Южно-Сахалинск. Сегодня ведется работа по проведению эстафеты на территории всей области. В каждом муниципальном образовании был создан оргкомитет, в который вошли ветераны спорта, действующие спортсмены, организаторы игр. И, конечно, все они примут участие в этом знаковом мероприятии. Всего будет 360 человек, которые добились определенных успехов в спорте, в общественной, политической жизни. Каждый из них сможет соприкоснуться к этому знаковому событию. Ну, касаемо объектов, где будут проводиться игры, готовы ли они в полном объеме? Да, безусловно, мы сейчас, как любой рачительный хозяин, приводим в порядок все наши спортивные объекты. Но хочу сказать, что на территории Сахалинской области очень активно развивается спортивная инфраструктура. У нас расположен непосредственно в городе Сахалинский спортивно-туристический комплекс «Горный воздух». Это крупнейший горнолыжный курорт на Дальнем Востоке, который включает 16 трасс. 5 из них сертифицированы для проведения международных соревнований. Их общая протяженность порядка 25 километров. И это будет один из ключевых объектов проведения зимних игр «Дети Азии». Конечно, готовятся и другие объекты. Это и ледовые комплексы «Кристалл», «Арена Сити», биатлонный комплекс и, конечно же, трамплинный комплекс К-70, где пройдут соревнования наших летающих лыжников. Здорово. Но если говорить о видах спорта, которые будут представлены на зимних играх, в каких из них сахалинцы сильнее всего? Сейчас у нас сформированы сборные практически по всем видам спорта, за исключением шорт-трека, поскольку этот вид спорта традиционно не культивировался на территории Сахалинской области, но думаю, что после проведения соревнований появится определенный интерес, и эта ситуация изменится. Что касается других видов спорта, то здесь Сахалинская область, я думаю, сможет побороться за призовые места, особенно в таких видах спорта, как горнолыжный спорт, как сноуборд. Что касается беговых лыж и биатлона, у нас тоже есть сильные спортсмены, но при этом мы чувствуем конкуренцию наших дальневосточных коллег, поэтому, я думаю, нам предстоит очень интересное, напряженное соревнование. Ну, вообще поступило очень много заявок, я так понимаю, на участие. Какие страны заявили? Ну, на сегодняшний день у нас поступило 20 стран-участников, команд-участниц. Пакистан, Таджикистан, Индонезия, Арабские Эмираты, Япония, Республика Корея, Москва, Республика Саха-Якутия. У нас также представлена Дальневосточный и Сибирский федеральный округ, будет команда участвовать. Ну, ожидаем до 25 участниц команд. Очень эти соревнования для команд, они очень, конечно, интересны, потому что такие страны экзотические, как Республика Корея, получается, Северная Корея, будет интересно и нам с ними познакомиться, и побывать на нашей земле, показать что-то интересное. Ну, не можем у вас не поинтересоваться, как вас приняла Якутия, наша земля. Впервые ли вы здесь?
Да, мы в Якутии впервые. Я сразу хочу отметить, что очень красивый город Якутск. Мы еще пока не выезжали за пределы, но у нас предстоит небольшое путешествие к Ленским столбам, где состоится зажжение огня, игр. Вот, но уже сегодня хочу сказать, что, безусловно, очень красивый город, очень замечательно украшен, прекрасные, добрые, теплые люди, поэтому мы в восторге. Ну, спасибо большое. А вот на столе вы с собой принесли, у нас стоят, это, я так понимаю, символы. Да, совершенно верно. Это символы игр, первых зимних игр «Дети Азии», которые были придуманы самими же сахалинцами, отрисованы. И у нас проводился определенный конкурс на интернет-платформе, где каждый желающий сахалинец мог предложить свой символ. И из лучших из них были отобраны победители. И вот вы видите 3 таких замечательных символа победителей, которые представляют зимние виды спорта, в том числе, которые состоятся в рамках проведения игр. Это наш подарок от Сахалинской области в вашей телепрограмме. Ух Спасибо. ты, спасибо большое. Спасибо большое. Как приятно. Ну и что бы вы пожелали участникам предстоящих игр? Вы знаете, когда я приехал в Якутск, я на одной из ваших спортивных школ увидел интересный баннер с надписью «От дружбы в спорте к дружбе во всем мире». Я хочу пожелать нашим спортсменам, независимо от спортивного результата, найти на этих играх своих друзей, товарищей и обязательно продолжать вот такие теплые дружеские отношения в дальнейшем. Что ж, огромное спасибо, Спасибо. Егор Евгеньевич, Антон Николаевич, огромное спасибо еще раз, что Спасибо пришли вам. к нам этим утром за участие в нашей программе. Удачи, успехов, конечно же.